Там действительно был вооруженный переворот, захват власти. Захват власти. Бандеровцы, националисты. Поддерживаем нашего президента Владимира Владимировича Путина. Мы сегодня находимся в России, в Москве, в столице нашей Родины. Он ненавидит Украину и призывает Путина ввести войска на юг нашей страны. Угроза и очень много оружия на Украине. Только благодаря миротворческой силе, и мы будем просить, войдут наши, я имею в виду россияне, и можно наладить там покой и многие жизни человеческие сохранить. Знакомьтесь, это Сейтумер Неметулаев, бывший глава Генической райгосадминистрации с 2010 по 2014. После революции в Украине и бегства Януковича экс-регионал Неметулаев тоже бежал в уже оккупированный Россией Крым. Теперь он самый ярый поклонник Путина. Проводил среди крымских татар агитацию, чтобы те пришли 18 марта 2018 на выборы российского президента. На каждом избирательном участке будут работать кафе, музыкальные группы, концерты. Прошу всех людей. Я считаю, что обязан каждый гражданин, живущий в Крыму, прийти на избирательный участок и дать свой голос. Мы лично поддерживаем Владимира Владимировича Путина. Крымские татары в своем большинстве выборы Путина проигнорировали. В местах их компактного проживания избирательные участки пустовали. Но Сейтумер Неметулаев, конечно же, поздравил Путина с якобы победой в оккупированном Крыму и от имени крымских татар. За подготовку своих выборов на украденном полуострове хозяин Кремля даже наградил приспешника благодарственным письмом. Поздравляю нашего президента Владимира Владимировича с избранием. Главу республики, что за 4 года показали, как мы отработали, что сделано, кто что не говорил. Цифры и результат, который вчера показал, что у нас все нормально, идем вперед и хотим жить в созвездии России, Российской Федерации со всеми нациями, со всеми жителями в мире и дружбе. В оккупированном Крыму Сейтумер Неметулаев создал организацию Кырым-Бирлиги «Единство Крыма». Позиционирует ее как некую структуру, представляющую интересы и мнения крымских татар на полуострове. Конечно же, лояльная к оккупационной власти и Путину. Облавы, задержания и российские тюрьмы для уже свыше сотни крымских татар, как и остальные коллаборанты, Сейтумер Неметулаев этой реальности в Крыму не замечает. Позор вам! Позор! Уничтожайте наш народ! Я не смогу без него! Я хочу А это Сейтумер Неметулаев на шествии так называемого бессмертного полка с портретом деда. Он продвигает кремлевский лозунг «Деды воевали», в то время как для крымско-татарского народа еще свежа рана депортации 44-го, когда за менее чем 3 суток из Крыма, родины, отряды НКВД вывезли целый народ, свыше 400 тысяч крымских татар. В том числе и семьи тех крымских татар, кто в это время воевал на фронте. Сейтумер Неметулаев – основной инициатор запрета представительского органа крымских татар Меджлиса. Его подпись стоит под обращением к прокурорше Няшмяш Поклонской с просьбой признать деятельность Меджлиса экстремистской. Этот донос с подписью Неметулаева стал для оккупантов формальной причиной, чтобы лишить крымских татар представительского органа. И хотя Международный суд ООН признал запрет Меджлиса незаконным и обязал Россию отменить его, Кремль живет по своим законам. И в этом ему подыгрывают предатели, такие как Сейтумер Неметулаев. Тем временем сам он, маня сказочными благами, переехать в оккупированный Крым зазывает крымских татар с Херсонской области. Приезжайте в Крым, граница открытая, лишь бы паспортный режим был нормально чистый. И все увидите, как мы тут живем и сколько тут строится, делается. Ни для кого секретов нет. Но сам Сейтумер Неметулаев не спешит обрывать связи с ненавистной Украиной. Связи имущественные, ведь в Геническом районе за долгие годы бытности украинским чиновником он обжился целой империей. Заводы, пароходы только местного разлива – это о нем. Его называли негласным хозяином Генического района. Тысячи гектаров земли, гостиницы, рынки и крышевание различных сфер предпринимательства. Неметулаев сбежал в оккупированный Крым, а его теневые схемы и окружение до сих пор работают
работают в Украине. Далее обо всем подробно. Октябрь прошлого года. Это село Атамань Генического района. Заброшенная тракторная бригада, имущество частного арендного предприятия «Чонгар». Оно чуть ли не самый лакомый кусок добра, с которым Ниметулаев не хочет расставаться в Украине. Добавим ремарку. Предприятие «Чонгар» Ниметулаев перерегистрировал на свою жену Надие Ниметулаеву, чтобы наверняка супруги после почти 40 лет брака оформили развод. Сейчас по делу сельхозпредприятия «Чонгар» возбуждено уголовное дело. Предприимчивый Сейтумер Ниметулаев незаконно присвоил сотни гектаров земли. Подделывая документы, чиновник прихватизировал земельные наделы селян. Например, собственник надела, не зная о таком праве собственности, умирал, а его наследники оставались ни с чем. Землю отбирала семья Ниметулаевых. В материалах уголовного дела касательно незаконного присвоения имущества речь идет о 8 сотнях гектаров земли. Возвращаясь к октябрю прошлого года, итак, село Атамань, заброшенная тракторная бригада. Самое ценное здесь оказалось на земле – аэродромные плиты. Продать их и решил предприимчивый Сейтумер Ниметулаев. Ведь в райском Крыму нужно за что-то жить, вот и вспомнились даже остатки былой роскоши. Девушка, не надо меня снимать, девушка. 150 аэродромных плит, каждая стоимостью около $3000, попытались сбыть люди Ниметулаева. Таких в Геническом районе осталось немало, и дальше мы о них расскажем подробнее. Помешали продаже аэродромных плит активисты общественного формирования «Аскер». В момент работы не было ни разрешительных документов на работу, ни документов о том, что это имущество принадлежит фирме «Поп Чонгар». Администратор этой фирмы ссылался якобы на то, что в сельсовете чонгарском есть документы. Но в сельсовете людям Ниметулаева сообщили, аэродромные плиты не имущество сельхозпредприятия «Чонгар». Вони мені надали карточки количественного сумового учета матеріальних цінностей. Є печатка, але нема підписів. Просто знаходяться в журналі на обліку. Право власності на це майно немає. Председатель Чонгарского сельсовета Галина Коваль сделала немало для того, чтобы развенчать незаконные земельные оборудки Сейтумера Ниметулаева. Это одно из ее обращений к руководству Генического района и в Генеральную прокуратуру Украины. Масштаби земельної афери поражають. Із зазначеної кількості 95 третіх осіб на стороні відповідача у даній справі 50 громадян померли упродовж 1996-2007 років та не могли під час розгляду цивільної справи надати заяви про визнання позову. Крім того, опитані з цього приводу частина третіх осіб на стороні відповідача пояснили, що відповідач їм невідомий, грошові кошти від нього вони не отримували, ніяких розписок щодо отримання грошей та заяв до суду про визнання позову та розгляду цивільної справи без їх участі не писали. Таким чином, прокурорською перевіркою встановлено факт використання невстановленими особами завідомо підроблених документів від третіх осіб на стороні відповідача щодо визнання ними позову та передачі позивачам земельних ділянок або прав на одержання земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Вот на этой карте хорошо видно, сколько земли незаконно прихватизировал Сейтумер Ниметулаев. Украденное отмечено желтым. Благодаря усилиям местных активистов и самой Галины Коваль, многим жителям удалось вернуть право собственности на украденную Ниметулаевым землю, а полиция АРК продолжает следствие по факту земельного мошенничества. Смотрите, спрятанные с нашими символами. Подлость сепарская, смотрите, сразу видно. А это главный офис сельхозпредприятия «Чонгар». Портреты Ленина, коммунистические красные знамена и, конечно же, фото беглеца Януковича. В таком антураже на благо своей семьи трудился бывший глава Генической райгосадминистрации Ниметулаев. Навестили так называемый офис активисты общественного формирования «Аскер» и ветераны АТО. Именно по их обращению полицейские опечатали вход в здание. Здесь целые комнаты Ленина с красными знаменами, с георгиевскими ленточками, пачками лежат. Здесь портрет Януковича, здесь флаги партии регионов и всему тому подобное. То есть, на самом деле
километре от фронта, когда такое гнездо находится, это довольно-таки опасно. Мы знаем, чем это может заканчиваться, когда появляются георгиевские ленточки на материковой Украине. Сейтумера Ниметулаева можно смело назвать крестным отцом сепаратизма в Геническом районе. Но даже на сепаратизме он умудряется делать бизнес. Это март прошлого года. Толпа разъяренных таксистов нападает на первого зама представителя президента ВРК Изета Гданова и журналистов. А что так базаришь? А ты мне не успокаивай, ты! Убери Частные грузовые перевозки. Частные пассажирские перевозки. Занимаются проживанием. Вали люди! Снимают пидорасы! Гони всех, ты! Это нелегальные перевозчики возят пассажиров в оккупированной России и Крым. А любительское видео, на котором таксисты угрожают расправой первому заместителю представителя президента в Крыму Изету Гданову и бросаются на полицейских, обнародовал в соцсети на странице уже упомянутой организации Крым-Берлиги Рустем Ниметулаев. Он сын Сейтумера Ниметулаева. Вместе с отцом в оккупированном Крыму ненавидят Украину и наслаждаются русским миром. А еще Рустема Ниметулаева тесно связывают с ФСБ. Вот он прославляет российскую спецслужбу и рассуждает об арестованных крымских татарах. Надо отдать должное нашим спецслужбам, да, благодаря им мы сегодня здесь сохраняем мир и спокойствие, да, в целом в Крыму. Но что касается именно по делу Хизбут-Тахир, так называемому, да, нашумевшему, на самом деле эти люди радикально настроены. То есть они являются сектантами секты Хизбут-Тахир. Да, она запрещена в Российской Федерации. Вы, ребята, должны понимать, если мы живем в российском государстве, есть законы, и перед законами все равны. Здесь не должно быть выделения. Я крымский татарин, кто-то еврей, кто-то русский. Для меня закон писан, для кого-то не писан. Во всяком случае, в нашем понимании, как общественников, мы видели, что государство 2,5 года к этим вопросам относилось толерантно в Крыму. Она давала вразумиться и образумиться и перейти на другие, образно говоря, правовые нормы жизни в российском государстве. Но это не было сделано. Местные активисты говорят, именно с подачи ФСБ Рустем Ниметулаев крышует нелегальные пассажирские перевозки с материка на оккупированный полуостров. И это не просто нелегальный бизнес. Все намного серьезнее. Часть из них посещает временно оккупированный Крым, получает инструктаж от ФСБ и ведет антигосударственную деятельность на территории материковой части Украины. Свидетельство тому онлайн-трансляция на страницах партии так званой Крым-Берлиги тех событий, которые проходили в Новоалексеевке, своя интерпретация так званая, переворачивают и преподносят так, как им нужно. Опять-таки все это контролирует ФСБ. Узнаете, это один из организаторов потасовки таксистов и, говорят, человек Ниметулаевых. Хочу светануть, часики новые приобрел. Посмотрите, какие. Этого любителя роскошных часов зовут Делявер Бахтишаев. Ему 31 год, и он любит не только дорогие часы. Браслетон свой забрал. Хороший, комиссары сделали, братья. Ура! А также дорогие авто. Смотри на этого красавчика, а? Зверь, да? Аппаратик мой, а? Какие танки у него. И деньги. Один сезон у каждого такая стопка была в руках. Вот таким же образом. На Херсонщине Делявер Бахтишаев чувствовал себя хозяином жизни до февраля этого года, пока его не задержала в Геническе полиция Автономной Республики Крым. Причем задержанный сбежал из-под конвоя прямо из здания суда. Поймали его, объявив план перехват «Сирена». Правоохранители обвиняют Бахтишаева в незаконном открытии или использовании за пределами Украины валютных счетов. Не тех ли, которые подкармливают семью Ниметулаевых в Крыму. Ведь местные журналисты говорят, именно он крышует нелегальные пассажирские перевозки на полуостров и тесно связан с Ниметулаевыми. Тем временем сам Сейтумер Ниметулаев, воспевая оды Путину, наслаждаясь русским миром и ненавидя Украину, сокрушается, как в этой ненавистной Украине трещит по швам его бизнес-империя. Без суда, без следствий захватили гостиничный комплекс, рынок, не пускают. Даже мы хотели зайти, там свои вещи забрать или что, выходят автоматчики вооруженные, наставляют автомат,
И все, не входит никто. Говорят, через суды. Суд первый был, передали, второй. На все абсолютно документы есть. Собственность на мою супругу, на Нимитулаеву Надею Ибрагимовну. Это Сейтумер Нимитулаев сокрушается по поводу еще одной незаконной оборудки. Речь идет о гостиничном комплексе, магазине и торговом ряде в селе Чонгар. Всего площадью почти 2 гектара. Оформлено это имущество, опять же, на его жену. На земле, право собственности на которую она не получала, Надия Нимитулаева построила все это. Потом через суд еще в 2009-м добилась установления права собственности на построенные объекты. После 2014-го эти спорные объекты и право собственности на них семьи Нимитулаевых несколько раз оспаривались в судах. Но точку в этом деле так и не поставлена. В Чонгарском сельсовете говорят, земля по факту их, по закону ею распоряжается Госгеокадастр, а все построенное до сих пор юридически принадлежит Надие Нимитулаевой. Правда, есть и позитивные тенденции в этом деле. Им заинтересовалось управление СБУ в Автономной Республике Крым. Следователям передали все материалы по этой отельно-земельной оборудке. И поскольку хитрый план Сейтумера Нимитулаева оформить былое имущество на формально бывшую жену не везде сработал, сейчас семейство Нимитулаевых задействовало новые схемы. Ведь в рамках уголовных дел, которые благодаря давлению общественности будут доведены до логического завершения, им грозит конфискация имущества. Например, сельхозпредприятие Чонгар в марте этого года Нимитулаевы попытались продать, точнее номинально передать корпоративные права в пользу общества с ограниченной ответственностью «Генические ланы». Директор некий Виталий Стамбула, а само ООО зарегистрировано вот по этому адресу. Раньше в этом здании было общежитие, потом детский клуб развития, а сейчас в помещении ремонт. Они буквально тут недели 2 появились. Да? Ну вот эта стройка, да. Так можно сказать, что недели 2 назад. В начале на нашей неделе. Недели 2 появились они, стройка. Выгнали людей всех. Серьезно? Да. Тут же была детская группа, понял? Так, а чем они занимаются? Детская группа? Ну, детей развивали, там лапедики были, такое, понял? Угу. Ну и вот. И они же тоже переехали куда-то. Пообщаться с господином Стамбулой, директором ООО «Генические ланы», проблематично. Подход к его квартире заблокирован железной решеткой. Историю с геническими ланами обещают держать на контроле местные активисты, чтобы не допустить дальнейшей работы бизнеса, который кормит оккупантов в Крыму. Но на этом история с попытками Сейтумера Нимитулаева спасти нечестно нажитое добро не заканчивается. Я с 25 декабря прошлого года представляю интересы в качестве защитника некого гражданина Нимитулаева Сейтумера Нуридиновича. На сегодняшний день есть ряд уголовных производств, предметом которых является якобы совершение моим клиентом уголовно наказуемое деяние, связанное с призывами к нарушению территориальной целостности Украины, ну и ряд других преступлений, особо тяжких преступлений. Защитник Сейтумера Нимитулаева Михаил Величко хорошо известен на Херсонщине. Он персона не менее скандальная, чем его клиент. Особо запомнился участием в рейдерских схемах отжатия имущества. Вот эти кадры сняты в августе 2011-го на Херсонщине. Бандити під руководством господина Величка напали на жителей села. За словами селян, зранку вони прийшли на роботу і побачили, автопарк захопили невідомі люди. Забрали документацію, зарплатню, зняли номери з техніки, хотіли все вивезти, але працівники їм завадили. За годину до нападників під'їхала допомога. 3 авто з російськими та кримськими номерами. Разом з підмогою вони і напали на селян. Билися навіть жінки та діти. Люди кажуть, все організував чоловік на ім'я Михайло Величко. Представився юристом, помічником депутата Лук'яненка. На фото та відео видно, він особисто бив людей дрючком. А еще Михаил Величко защищает главного подозреваемого в жестоком убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Москаленко-Левина и утверждает, что тот невиновен. Хотя в Генпрокуратуре говорят, доказательства железные. Левін достроково вийшов з місць позбавлення волі, скориставшись законом Савченко, але в нас є підозри, чи це було обґрунтовано. І був важливим елементом підготовки та організації нападу на Катерину Гандзюк. Я би сказав, він був за версією слідства ключовою фігурою в цьому злочині.
Сейчас Сейтумер Нимитулаев вместе со своим адвокатом хотят еще и нагреть на деньги государства Украина. На щебне, которым больше 10 лет назад была выложена дорога центральная в селе Стрелковом Генического района. Тогда строительством дороги в Стрелковом занималось частное предприятие Сейтумера Нимитулаева, используя стройматериалы из бывшего военного аэродрома в Геническе, от которого отказалось Министерство обороны. На дорогу пошли аэродромные плиты и щебень, находившийся под плитами. Но проект в Стрелковом таки не был выполнен до конца, строительство дороги свернули, и вот сейчас ее хотят заасфальтировать. И тут на арене появляется адвокат Величко, измеряет уровень щебня и берет его на экспертизу. Говорят, стройматериалы он пытается выдать за имущество частного предприятия Сейтумера Нимитулаева и взыскать с государства ни мало ни много 80 миллионов гривен. Сейчас есть подрядчик, который строит центральную дорогу в селе Стрелковом. Толщина щебня там составляет 28 сантиметров. Нимитулаев когда-то положил 8. И вот эти 8 сантиметров они хотят урвать от государства. На самом деле есть подтверждающие документы, что этот щебень был выдан государством бесплатно, есть решение сессии, есть живые свидетели, которые были при этом. То есть это опять очередная махинация. И если будет дальше все активно развиваться, то мы будем обращаться в правоохранительные органы, в прокуратуру. Несколько уголовных дел и ни одного срока для предприимчивого предателя. Патриоты в Геническом районе Херсонщины не понимают, почему, и негодуют. Ведь следующее видео само по себе повод для уголовного срока для Нимитулаева. Стояли и есть сегодня около 500 человек за постом ГАИ. Казаки кубанские, русские войска, 8 БТРов. Я им единственное разрешил открыть, через супругу, туалеты, душевые. Ну, вы понимаете, человек, который кушает, куда-то должен ходить. Вот это, что мы пошли им навстречу. Это 2014 год, начало. Сейтумер Нимитулаев, еще украинский госчиновник, глава Генической райгосадминистрации, рассказывает о том, как он гуманно разрешил сходить в душ и туалет в своем гостиничном комплексе российским военным, которые незаконно захватили суверенную украинскую территорию. Но вот приговора за государственную измену Нимитулаеву украинский суд до сих пор не вынес. Более того, несмотря на обращение активистов в СБУ, не начато даже уголовное производство. Правда, судят Нимитулаева за посягательство на территориальную целостность Украины. Дело уже несколько лет рассматривает Подольский районный суд Киева, а защита коллаборанта все время затягивает судебный процесс. И пока гуманные украинские суды не могут осудить предателя, Сейтумер Нимитулаев зарабатывает на украинской земле, крышует нелегальные схемы и подкармливает сепаратизм возле админграницы с оккупированным Россией Крымом.